Друзья, всем доброго времени суток. Перед тем, как вы просмотрите сегодняшний ролик, я бы хотела чуть-чуть немножко с вами поговорить, озвучить цены. Вы знаете, я порой просто забываю. Вот во втором видео я говорю цены. Но опять-таки повторяюсь, что в этом втором видео я не успела показать семейки, наборы и полуторки. Слишком много уходит на одно видео, да, вот вроде бы снимаешь каждый материал там по 2 минуты, да, пытаешься показать со всех сторон. Ну, в общем, когда начинаешь монтировать, то там уже выходит час и больше, а это видео очень проблемно загрузить, потому что связь в основном у нас плохая здесь, в горах. Редко бывает она хорошая, а длинное видео загрузить вообще. Ну, в общем, я все равно озвучу цены, и я буду закидывать фото в Телеграм, и постараюсь на днях сделать на полуторке и на семейке тоже обзор. Вот, но пока что я, конечно же, оглашу цены. Сегодня мы выезжаем в ночь, собираемся, если Аллах позволит, чтобы это случилось. По делам нужно нам, у меня там, ну, как я говорила, проблемы с карточкой, проблемы с заработной платой. Там я, возможно, потеряла большую сумму. Ну, очень надеюсь на то, что все будет нормально. В общем, один человек очень обещал помочь, который в этом деле, скажем так, хорошо соображает. И едем мы именно не только по этому делу. Да, немаловажно, хочется все-таки получить свою карту. Вы знаете, что практически на все банки наложены санкции, поэтому раньше на МИР мне приходила зарплата с Ютуба, потом мы это все наложили санкции, потом у нас Тинькофф банк, да, был, Анжел? Тинькофф банк потом был следующий, мы получали зарплату. Потом тоже там, короче, большие проценты не стали брать. Сейчас это другой банк, и там, я не знаю, не уверена точно, получится или нет. Цветочки Анжела принесла сюда. Вчера они там красили окна. Ну, не полностью, вот это внизу, которая, вот это, нижняя часть окна, да, красили белой-белой краской, поэтому цветочки пока сюда принесли. Смотрите, как они расцвели. Пересадить тоже надо будет весной, все купить хорошей земли еще, горшочки хотела все сделать одинаковые, беленькие, чтобы были. Ладно, ближе к теме. И что я хотела сказать, поэтому, и еще женщина, которая живет в Краснодаре, у нее огромная, большая посылка, там почти на 200 тысяч, вот, и мы повезем ей тоже нужно будет завести эту посылку по дороге, ну, в общем, у нас дальняя дорога, дай Аллах, чтобы все прошло хорошо, это довольно-таки далекий путь, почти 1000 километров, вот. Я уставшая и уже думаю, сколько ехать дороги. Плюс обычно я могла сиденье откинуть назад, немножко где-то поспать в дороге. А сейчас полностью сзади мы сняли сиденье, полностью машина будет вся загружена. И вот так вот в скованном виде ехать всю эту дорогу, конечно же, для меня это уже, понимаю, что будет проблемно, но другого варианта просто нет. Ничего не поделаешь. У Софишки сегодня утренник в честь 8 марта. Мы, конечно же, по возможности все покажем. Нас опять никого не пустили, потому что болеют. Тут эти вот все боятся, что детей заразим. Ну, наверное, это правильно, но очень бы хотелось. Они сегодня будут все красивые, очень бы хотелось их поснимать, поприсутствовать там. Ну, как-то так. Далее, по ценам, девочки. Значит, евро все, что я показываю в этом ролике, они все по 2000. У меня цены не поднялись, девчонки. У меня цены остались те же. Вот. Просто на некоторые вещи перед Новым годом у меня была распродажа и были огромные скидки. Некоторые из них просто стали на свои места. Цена не добавилась, а просто стала на свои места. Также полуторка 1500, евро размер 2000. Семейки у них тоже есть. Потом писали по поводу, спрашивали, что позвучивала цены. И да, и порой просто забывается. Но даже вот в последнем ролике кастрюли, эти все я указывала.
В этом ролике я указываю цену, просто я сейчас еще делаю напоминание. Я хочу еще сказать, девочки, на весь товар подняли цены в начале на 10%, и второй раз еще добавили цены. Это может сказать любой, кто ездит на оптовый рынок и закупает товар. То есть, понятно, да? Добавили цены. У меня цены на все это, на турецкое, пока остаются прежние. Потому что я закупила товар и закупила много. Вот, поэтому у меня он в наличии куплен по тем ценам еще. Поэтому у меня, я вам говорю, у меня 9000 набор кастрюлей, где 5 предметов, 6000 стоит мантоварка, 4500 2 чайника, 2000 светофор. Единственное, вы высылаете фото, цвет показываете. Накидки на гладильные доски 1500. Какие, что там еще такое? Вот не светофор, а матрешки. Вот в фиолетовом цвете, да, есть, в нежно-розовом, в бордово-розовом таком, да, они 3 там или 4 цвета. Это чисто турецкие, их там 7 штук, но там чашка больше идут, чем в светофоре. Они стоят 2500, вот этот набор. Дальше, что вас еще интересует? Полотенца, ну полотенца там разные, там вот сейчас так озвучить, если нету передо мной этих полотенец, я не смогу. Но они там разные. И комплект за 2000, и комплект за 1700, комплект за 1500, за 2500. Да? Это, то есть вы присылаете фото, и я уточняю. Покрывала у нас идут с 2 наволочками, а также на матрасники идут с 2 наволочками. Тоже разные цены. Очень много красоты привезла разной. Ну мы все будем показывать. Я хотела сказать большое спасибо всем за то, что вы есть. Сколько вас, добрых людей, пишут в личку. Это просто что-то. Люди стесняются, боятся, что отнимают у меня времени. Нет, мои хорошие, ни в коем случае. Вы не отнимаете у меня время. Единственное, если я могу сразу не ответить, либо я могу ответить на следующий день, либо могу в ту же секунду, смотря чем я занята на данный момент. Но я всегда просмотрю, я всегда прослушаю, я всегда дам ответ. Не стоит обижаться, если я сразу не ответила, потому что с моим графиком это действительно очень сложно сразу отвечать. Вот поэтому не обижайтесь. Я благодарна, сколько присылают хороших видео советов, да, как в том-то случае поступить, как там в стройке вот этот момент сделать. Наталья с Москвы, и Ирина, ой, Лариса, Елена, у меня вообще много знакомых хороших, которых зовут Елены. Одна у меня живет, Елена, в Москве. Огромный привет передаю ей, ее семье. Ирина это у меня издалека, она заказывала много-много товара у меня недавно. Она, кстати, я вам показывала обзор, Ирину. Вот. Ирина тоже очень хорошая, порядочная женщина. Я ее уважаю, мы общаемся, и все хорошо. Вот. Также Елена у меня, я вот сейчас чуть-чуть могу ошибиться, то ли она с Крыма или с Краснодара она. Тоже Елена у нее сын военный, тоже они делали обзор. Елена тоже красивый обзор сделала. Ну, в общем, у меня много-много знакомых девочек, которые чуть что видео я напишу, сразу какие-то проблемы там или что-то. Всегда спешат навстречу, всегда спешат чем-то советом помочь. На самом деле это дорогого стоит. Просто одна огромная большая семья. Большое спасибо вам. Низкий поклон, девочки, друзья. За то, что вы просто есть у меня, за то, что вы поддерживаете. Татьяна Владимировна, особый большой привет. Женщина уже в возрасте, очень удивительно, доброжелательная, воспитанная. Такая женщина, просто женщина уже, конечно, в возрасте, но она прекрасная женщина, она прекрасно выглядит, прекрасной души человек. Просто, я не знаю, таких людей, наверное, на пальцах пересчитать очень мало. Просто золотой души человек.
Я преклоняюсь перед такими людьми. Спасибо большое, что вы есть. Дай Бог вам всем здоровья. Всего самого наилучшего. Девочки, по ценам я вам сказала, в принципе, вот такие вот ходовые моменты, да. А платье штапельное у нас по 1000 рублей. Разных расцветок и разных размеров. Вот. Номер я оставлю под видео в описании. Пишите, просто присылайте цвет кастрюли, там набор, монтоварки, и я вам все буду высылать. Цены у меня еще старые. Все, всем пока, приятного просмотра, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всего доброго. Девочки, ну вот такая вот постель бабочки. Это евро размер. Вот. Две наволочки идут 50 на 70. Простынь 2 на 2,40 и одеяло 2 на 2,30. Тоже хорошее качество, неплохое. Мы пользуемся уже сколько времени, катышек не бывает. Она тоже током не бьется. Простянул 18 минут и все. Повесил, пожалуйста, сушится. Отличная постель. Просто отличная. И вот такое вот идет одеяло. Стеганое одеяло, пододеяльник там не нужен абсолютно. Уже готовое хорошее одеяло. Расстегнул 18 минут, оно одинаковое, в смысле и с одной, и с другой стороны. Одна, да. Вот очень тоже хорошее качество, девочки. Очень хорошее, легкое, быстро высыхает. 15-18 минут прополоскать с лаской. И все, и готово. Легко, не холодно. Пододеяльники одевать не нужно. Вообще супер класс. Девочки, вот такая вот постель. Для тех, кто любит немаркое там. Или для мужчин берут там. Или вообще для тех, кто любит немаркую постель. Любители разных. Здесь такие розочки, смотрите, красивые. Бабочки. Вот такие вот рисунки. Тоже очень-очень красивая постель. Джагана, он сюда для телеграмма. Для телеграмма дахка сюрч. И короткие видео. А одеяло тоже, смотрите, двухстороннее. Я бы не сказала двухстороннее. А, не двухстороннее. Ну, просто да, половину Да. белая, половину черная, как бы. А нет, сердечками наоборот. Сердечки должны быть вот так, да. Ой, очень красивая, да. Очень красиво. Да, Короткие видео, ага. Красивая постель, да, очень. Сердечко, бабочки такая, знаете, красивая. Девочки, постель по 2000 евро. Как я и говорила, размеры. Значит, две наволочки 50 на 70, простынь 2 на 2,40, одеяло 2 на 2,30. Стеганое одеяло, которое не требует, чтобы одевали пододеяльник на него. Хорошее качество, тепло не под ним, уютно, легкое и теплое. Простернул 5 секунд и все. В общем, тоже советую. С этой стороны вот так вот, с этой вот так вот. Можно как покрывало. Ну, в общем, как вам, как вздумается вашей душе. Девочки, вот так смотрится эта постель. Смотрите, тоже красивая очень постель. В бирюзовом цвете. Такими цветочками, знаете. Смотрите, как красиво. Латирус ханин цвет. Очень красивая постель тоже. Красота. А да, Анжела, одеяло принеси, Анжел. Анжела, одеяло принеси, пожалуйста. Евро размер, девочки, тоже. Так, одеяло тут одинаковое, да, с двух сторон? Стеганая хорошая одеялка, посмотрите, девочки. Хорошее очень качество, очень хорошее, прям вообще супер постель. Армела там рука потолще. Лицо. Да не. Красота, да?
Очень красиво смотрится. Очень. Друзья, от всей души стараюсь. У меня так сильно болит спина, но от всей души стараюсь, чтобы вы как можно лучше увидели. Чтобы как можно ближе вам показать, донести до вас, рассказать, чтобы вам было понятно, что вы берете. Хорошая, хорошая, очень хорошая. Супер. Девочки, вот такая вот Армани в бордовом цвете. Тоже шикарная, красивая постель очень. Джорджо Армани. Здесь тоже одинаковая, да? Ну, в смысле, с одной и с другой стороны одинаково. Угу, тоже красиво. Одеяло можно использовать как и покрывало. Застелил, да, и пожалуйста. Стирка также при 18 минутах. Прохладной водичечкой. Мискан смеется, говорит, что я рассказала историю, кто изготовлял их родителей, всю династию, чтобы рассказала. Ну я же стараюсь, люди, они ж, Мискан, не ж далеко, я ж хочу им как можно больше донести информации. Мискан говорит, кто производители, их не родители, всех расскажи. Да, хорошая стёгана на одеяло, отличное качество. Девочки, обратите внимание, в тот раз у нас была такая же постель Луи Виттон, но коричневая вот так вот полностью простынь, и такие же были наволочки. Теперь уже немножко другой вариант. Видите, наволочки до половины, вот это уже новый вариант. Вот, а одеяло с двух сторон, да, Анжел? С одной стороны вот такое вот полностью. Не, вам надо рисовать с другой стороны красивая расцветка. С другой стороны. Ищет, Анжел. Ханиску захали еще. Или наоборот, я вверх или еще дала гумадац. Ищет. Видите, с девочкой, чуть ближе туда надо подтянуть. Угу. Смотрите, девочки, с этой стороны полностью вот такая вот расцветка. Полностью. А здесь вот такая. Дети смеются, что я прям все подробно рассказываю. Не, можно вот так вот, да, например, такой вариант. А застелить кровать, как будто покрывало, да, с этой стороны полностью. И, пожалуйста. Хороший, отличный вариант. Хорошая постель, красивая очень. Очень. Девочки, вот такая, видите, сменяется цвет. Вот ее настоящий цвет. Нежно-нежно-розовый. А когда сюда подхожу, не такой цвет, смотрите, вообще некрасиво. Ну, такой бледный, да? А вот сюда, вот ее настоящий цвет. Вот. И тоже, видите, простынь сердечками, да? А на наволочках полосками. Такое же одеяло. С одной стороны сторона сердечками, а с другой стороны полосками, как на наволочке. Очень красивая постель такая, знаете, молодой паре хорошо. Да и вообще для себя любим. Анжела! Анжела, положи одеяло. О, машалла, как красиво смотрится. Ты видишь, Анжела, с обратной стороны полосками тоже одеяло. Угу. Тоже можно с обратной стороны, как покрывало, застилать. Со всех сторон красиво. Здесь идешь вообще нежно-розовый цвет, когда тень падает сюда. Вот. Вот свой родной цвет. Угу. Красиво очень. Нежная постель. Девочки, вот так вот. Двухсторонние. Такие нежные расцветки вообще. Очень красиво смотрится. Девочка, вот такая вот постель знаменитая. Луис Виттон. Тоже почему-то всем она очень сильно нравится. Именно эта постель. Не знаю почему. Много другой красивой. Но эта постель что-то такая прям сильно ходовая, скажем так. Это тоже евро размер.
И вот такое вот одеяло. Стеганое одеяло уже готовое. Вот. Застелил вот так вот полностью. И можно подумать, что это покрывало даже. О. На подушке утром тоже можно закрыть. И, пожалуйста, с двух сторон здесь одинаковое. Стеганое. Даже, знаете, после стирки оно еще мягче становится. Абсолютно ничего не происходит. Ни катышки, ни это. Не становится там одна сторона вот такая, другая вот такая. Все как есть. Даже мягче становится. Не нужно никаких сюда порошков. Либо гель, жидкий порошок, либо ополаскиватель. Все. Больше совершенно здесь ничего не нужно. Вот такая вот чудесная постель. Девочки, да, сейчас показываю вам семейку. Такие же есть евро. Можно найти и полуторки, если вдруг кому надо. Сапет, как тебе эта постель? Сапет. А? О, у тебя сережки красивые. Покажи-ка людичкам сережки. Ой, это не знаю, что это. Это что-то прям вообще с Дубая. Не нравится. Мне нравится, что у тебя сережки с Дубая. У тебя это платье подходит, как вот черное с белым, у тебя платье черное с белым, и постель прям подходит, да? Такая прям ты крутая, да? Я ж похожа на нее. Не, куда ты улеглась? Вставай. Девочки, это вот семейка. Здесь покажу я, как вот бывает. Может, кто не видел, новые подписчики и так далее. 2 одеяла, давайте, организуйте. И такая же у нас евро. Смотрите, такая же постель. Вот здесь вот 2 одеяла. Вот одно одеяло и второе одеяло. Идут полуторки. Но такая же точно у нас бывает и евро размер. Такая же постель тоже, но размер у нее евро. Вот 2 одеяла. Одно одеяло, второе. Это семейка, набор. Здесь идут 2 полуторки одеяла. Вот одно, вот, и вот второе. Очень такая классная вещь, знаете. Тоже кто-то любит накрываться отдельно одеялами, да, например. То отличный вариант. Вот семейка. Ой, евро точно такая же. Девочки, вот такая постель красивая. Раньше она у нас была, это сакура называется. Такая вот красота. Знаете, вообще такой бирюзовый цвет. Красивый. Такие цветочки нежно-розовые, светло-розовые, темно-розовые. Очень красивая постель. Это евро. Размеры евро я вам говорила. Так, покажи-ка нам, Анжела, одеяло. Ой, еще сколько нам показывать. Еще, ой-ой-ой, сколько. Софиш, сделай тише. Вот такое вот одеяло. Оно с одной и с другой стороны одинаковая расцветка. Очень хорошее качество. Видите, прям капитальное качество. Вообще катышек не бывает после стирки. Абсолютно ничего не происходит, девочки, после стирки. Совершенно очень хорошо сохраняет свое качество. Вот. Красивая постель. Очень такая, знаете, приятная очень. Девочки, вот такая Versace постель. Тоже очень красивая, такая ходовая. Да, цвета такие интересные, такие ненадоедливые, скажем так. Красивые цвета. Очень-очень. Угу. Вот так вот смотрится. Хорошая постель такая, знаете, расстегнуть и до свидания. Девочки, вот такая вот постель тоже. Она как бы однотонная, такого цвета, да, но она в полоску, не просто серая такая, да, на ней вот такая вот мелкая полосочка, обратите внимание, очень мягкая, хорошая постель, прям мягкая ткань, очень хорошая.
И красиво смотрится. Давайте одеяло в полоску. У них они в белом цвете есть и потемнее чуть, по-моему, цвет есть такой. Ну, в общем, все покажем. Одеялка прям хорошая, тоже мягенькая, тоже с блеском. Очень красивая. По краям вот оборочки какие-то есть тут. Красивая постель, очень такая, знаете, и качество хорошее прям. Девочки, это вот такая тоже постель, очень симпатичная новинка, тоже красивые такие листики, цвета очень такой необычный красивый цвет. У нас она такая впервые, очень красивая, тоже евро размер. Давайте постелите одеяло. Вот как она картинка, точно так же. Один в один. Также смотрится очень красиво. Одеяло тоже одинаковое и с этой стороны. Девочки, вот такая вот постель. Адидас тоже красивые такие на эти цвета. Вот черный, такой фиолетово-синий, прям такой, не синий, вот такой вот он. И фиолетовая полоска, вот такие, знаете, прям красивые, насыщенные цвета. Давайте, Анжела, одеяло покажите. У нас из евро размера остается вот это. Еще семейки у нас и полуторки показать. Уже мы, наверное, работаем часов 5, наверное, да, мы уже. Ну, мы, конечно, ходили чай попить после того один раз. Потом я пошла стирку заложила. Ну, вот так, в принципе, работа у нас идет. Нудная работа очень, нудная. И такая, время много занимает. Показать и для телеграммы фотографии сделать, снять. Потом это все сложить, как есть, аккуратно. Очень красивая постель. Такая приятная, знаете, тоже с блеском. Очень красивая. Девочки, вот такая постель называется золото, говорят на нее. Постель золото. Тоже евро размер. Он же подходит и на простую двуспальную кровать. 50 на 70 наволочки. 2 на 2,40 простынь. 2 на 2,30 одеяло. Анжела! Куда они делись? Помощники мои. Вот такое вот, девочки, стеганое одеяло. Бошт! Одеяло открой, уж одеяло не открыли. Красивая эта постель, очень мне нравится. Я же вообще любитель белого. Угу. Красиво очень смотрится. Причем для качества тоже хорошая и красивая. Она такая нежная вообще постелька. Такое дело я люблю. Девочки, а вот это вот такой вариант, знаете, это новый вариант нашей истории. Смотрите, здесь, значит, что? Здесь это идет набор полуторка. Но одна наволочка, одно полуторка одеяло, вы видите, простынь. А простынь полуторка ж, да? Да. Простынь, девочка, идет.
полуторка, вот такой цвет. Но теперь это еще новинка, представьте, еще и на матрасник. Представьте, какой супер. То есть еще идет и на матрасник. То есть на полуторку кровать, ой, вы стелите на матрасник, одеваете простынь. И вот как на вот эту вот кровать на софишке, ну то есть на полуторку, да, понятно. Вот, а так цвет прям классный, да, цвет, Анжела? Такой прям, знаете, такой цвет вообще, ну прям вообще красивейший. В полосочку. Очень красивый цвет, девочки. И главное, вот прям парню хорошо, знаете, вот прям хорошо парню, вообще вот для парня вот хорошо, для одинокого, без второй половинки. Одеялка, пожалуйста, готова. Не марка, еще просто матрасник. Вообще, это новинки, девчонки. Таких у нас еще никогда не было. И в полоску такое качество прям отличное. Вот видите, какой цвет у него настоящий. Прям с блеском цвет идет, посмотрите. Класс, класс, мне очень нравится. Прям очень. Следующую, Анжела, доставайте вот эту белую. Здесь, ну здесь, по-моему, евро, но тоже вот что-то белое. Видите, прям чисто белая. Такая у нас тоже впервые. Смотрите, какая красота, девочки. О, какой цвет. Прям для парня отлично. И простынь в полоску. Посмотрите, какая такая богатая расцветка. Знаете, прям красивая. И вообще идеально, пожалуйста. И на матрасник мягенько на кроватке. И одеялка, и наволочка, и простынь. Все полуторка, все в этом наборе. Анжела, неси сразу одеяло. Вот такая, девочка. Здесь какой-то такой рисунок. Розочки, видите, идут. Но она вот чисто белая. Чисто белая постель. Вот, она у нас такая одна. Привезли, купили, была одна. Видимо, разобрали, не знаю. Она у нас одна, имейте в виду. Кому повезет, тому повезет. Потому что я знаю, что желающих будет много. Я сама люблю белое и знаю девочек, которые тоже любят белое. Очень-очень хорошая постель, смотрите. Вот такие как бы розочки. Как бы розочки, да, я вижу, вот как бы розочки. Хорошее качество, хорошая такая постелька вообще. Супер. Качество хорошее, да, очень. Видите, вот такие розочки. Угу. Да застель назад вот так, что хотела. Что вот так. Ну, вот так вот, девочки. С блеском она прям с каким-то переливается, эти розочки. Очень-очень хорошее качество. Девочки, ну вот такая Луис Виттон в синем цвете. Тоже довольно-таки популярная постелька. Хорошая, очень ходовая. Такие, кто не любит люди марки цвета, это вот как раз для них такой вариант. Отлично, одеялка, хорошее качество, очень. Ну, да, вот так оставим же, пойдет, ничего. Евро большое одеяло, 2 наволочки, простынь, одеяло 2 на 2 30, наволочки 50 на 70. Хорошее качество, девочки, посмотрите. И главное, после стирки абсолютно ничего не происходит. Только наоборот мягче становится. Наоборот мягче становится. И такое, знаете, прям пушистое, какое-то мягенькое прям. Смотрите, какая красивая расцветка. Девочки, ну вот такое вот Гуччи. Тоже, ой, извиняюсь, ходовая модель. Правда, у нас давно не было. Сейчас получили мы новинки. Есть они. Это такое дело, знаете, эта постель. Она раз появилась, есть. Раз каких-то расцветок то было полно, то чего-то найти невозможно. На, Анжела, расстели нам это одеялко, пожалуйста. Покажи, как это все смотрится. Ну, одеяло тоже, знаете, с обеих сторон оно одинаковое, да, по-моему? Стеганая одеялка. Вот такая вот красота, посмотрите. Как покрывало можно закрывать, пожалуйста. Утром встали, полностью закрыли подушки и пошли дальше себе. Хорошее качество, очень стеганое такое одеялко. Мне тут нравится, что пододеяльники не нужно одевать на эту постель. Очень нравится. Это производителям большое спасибо.
Это вся глажка без конца. Раз постирал, повесил, высохло, и отлично. Софишкины зайчики все спят. И Софишка спит уже. Заснула, вырубилась. Да, красивая постель. Очень красивая. Девочки, ну и вот такой вот Луи Виттон у нас идет как на фото. То есть один в один. Анжела, одеяло дал? Одеяло вложите сразу. Не, без одеяла нет. Сразу кладите одеяло. Я там занимаюсь одними делами. А Анжела тут работает, помогает мне. Я их просила без одеяла, чтобы... Если бывает разных цветов, Анжела, тогда так. А раз оно все одинаковое, смысл показывать просто, если... Просто бывает просто не один цвет, а у одеяла другой. Мне же хочется показать без простыни вам какой вид, а потом, раз оно все в одном цвете, то тем более вообще тогда. Просто, ну, видите, девочки, как и покрывало можно использовать, понимаете? Застелил туда на подушке и, пожалуйста. У нас беспорядок в доме страшный. Страшный, страшный. Софишка заснула там на диване. Ну ничего, перенесем сюда. Это все отсюда нужно выносить сейчас. Еще далеко не все показали. Ну, в общем, работаем. Работаем, работаем. Красивая постель такая, знаете, хорошее качество вообще. Очень хорошее. Прям очень хорошее. Девочки, Гуччи. Вот такой расцветки красивой тоже. Очень красивая. Постель очень такая ходовая. Ее тоже почему-то многие любят. С зелеными полосками Гуччи спрашивают. Писать. Можно зеленые полоски? А можно зеленые? Ну, людям нравится, что поделать. Все тут одинаковое. И просто не все со всех сторон все одинаковое. Вот такая вот красивая постель, девочки. Девочки, вот, это всегда была и есть Анжелина любимая постель. Она и себе такое оставила, да, Анжел? Из всех, каких только не было, самая любимая Анжелина постель это вот эта. Она ее просто обожает. Себе взяла, пользуется нею. Вот. Анжеле очень нравится. Ну, мне тоже очень нравится. Красивая такая. Анжела говорит, прям такая весенняя, знаешь, такая радостная, красивая. И наволочки обратите внимание. Тоже разненькие. А? Красота красотушечная. Тоже евро размер, девочки. Стеганое готовое одеяло, пожалуйста. Девчонки, вот такая вот Армани. Постель белая с черным, тоже очень такая красивая, знаете. Приятная очень постель, посмотрите. Ну, тоже с двух сторон. Ну здесь рисунки, а вот здесь простынь и внизу одеяло тоже одних узорчиков, скажем так. Очень хорошая постель, очень хорошее качество. Я недавно, друзья, ну как, я-то планировала, что придет посылка на 23 февраля брату в Ростовскую область. Ну, пришла она ему только вчера. Ну, 8 марта тоже, знаете, кому-кому, а своим бы вообще хотелось, да, чтобы побыстрее, тем более рассчитывала, что двоюродному брату подарок 23. Ну, нет, задержалась. Не успевает она обрабатывать много посылок, поэтому некоторые посылки, ну, все пришло. И, как говорила наша Люба, ближе к теме. Конец, вы мне конец расскажите. Ну, в общем, что я им выслала вот такой набор постели, ну, в смысле евро, я не помню, какую расцветку. Я им выслала вот такой евро, потом с ними живет внучок, ходит в школу, ему я выслала полуторку, по-моему, или мотоцикл, или тачка, не помню что, но неважно. Вот, выслала ему целую упаковку носков. Вот, потом Анжела положила вот эти дубайские духи, которые за 5000 она продает с таким ароматом, просто обалденным, одеколон, ну, для мужчин, для брата.
это невестке нашей Марине велюровый костюм, такой, по-моему, в темно-коричневом цвете, брючки и туничка, и шапочку тоже подобрала я под цвет. Вот. Потом чай отправили мы им. Полотенца к брату с 23 февраля, полотенца им такие. Вот. Потом вот это вот чак-чак наш, вот этот чеченский чай наш, вот этот МК, там этот. В общем, первые слова, но для них это был сюрпризом. Они не знали, что идет посылка. И первые слова, когда они мне позвонили, сказали: ты что, с ума сошла? Ты себе что-нибудь дома оставила или нет? Они настолько искренне радовались, вот как дети, да, вот реально. Мне очень было приятно. Я всегда говорила, я, наверное, больше люблю дарить, чем получать, да. Вот эти вот человеческие эмоции, да, вот эта вот радость искренняя, да, она вот от души, это видно. А у них сын учится, уехал, ну, на военного учится у них сын. А он говорит: да я с Максимом никак не мог носки поделить. Вечно у нас с ним носки, из-за носков были эти проблемы. А теперь у меня свои собственные, целая упаковка. Ой, сеструха, спасибо большое. Дай Бог вам здоровья, всей твоей семье. Анжеле большое спасибо. Внучок, говорит, с улицы, а у них внук, по-моему, или в 5 класс ходит, или в 6. Я могу ошибаться. А внук, говорит, с улицы идет, говорит, на весь дом, на всю улицу запах стоит. Зашел, говорит, а я в доме побрызгался, говорит, а внук, говорит, во дворе запах стоит, говорит, насколько хороший. Ой, Анжела, спасибо, племяшка, спасибо большое. Это очень приятно, очень и очень приятно. А что ж мы теперь, я говорю, мне ничего не надо. У меня все есть. Пожелайте нам от души, мне и моей семье здоровья. Вот это вот будет самое наилучшее пожелание от вас. Вот. Но я хотела ему еще, у меня что-то эти мужские костюмы, тройка, продаются. Я все никак обзор не сделаю. Брюки, теплая кофта и сверху безрукавка. Но он у нас очень высокий, и он у нас худой, длинный. Я, правда, не могла, думала, ну какой ему размер нужен? Ну, не знаю, ну... Мне же надо, чтобы не только размеры, чтобы он же очень длинный, чтобы короткие штаны не были ему. Ну, в общем, я узнала у него размер. Он сказал мне размер, я сказала, это не последняя посылка, я вас буду радовать, мои хорошие. Ну, брат двоюродный, видите, у нас их было всего 4, ну, в смысле, от моего брата отец, дядя Леня, мой отец, еще у нас был дядя Вова и тетя Наташа, она есть. А тетя Наташа и папа, они из двойняшек. Родилась тетя Наташа, через 45 минут родился папа. А дядя Леня, дядя Вова это старшие. Но самый старший дядя Леня, это этого Лешки брат, которому я отправила посылку сейчас. Вот все они поумирали молодыми. Вот тетя Наташа у нас одна осталась, тетя, и все, родная. Больше нету никого. Все поумирали. Молодыми причем. Еще б жить и жить, а поумирали. И все равно, знаете, я за отношения. Я за то, чтобы мир был. За то, что за родственные связи. Мне жалко вообще, я соскучилась за ними, мне хочется поехать уже в те края, но все никак, вот эта вот стройка меня тормозит во всех планах. Но все-таки я надеюсь, может быть, в мае удастся или в июне, или может они сюда приедут. Хочется, конечно, очень люблю я своих родных, тоскую по ним все равно. Хочется уже поехать и на кладбище к отцу сходить, и к дяде на Украину хочется туда, на Донбасс. За всеми соскучилась, и прям, знаете, вот иногда такая тоска бывает, ну, ладно, немножко хотела выговориться. Главное, что брат и невестка довольны, говорят, спасибо, сеструха, и про внучка не забыла. Спасибо большое, дай Бог здоровья. Мне так было приятно, они так искренне радовались от души. Дай Бог здоровья, и я сказала, это не последняя посылка. Вот. Так-то, когда я еду, я всегда везу вот подарки, все, но вот с посылкой просто брат, он тоже на машине работает, его часто дома не бывает, а там у них должен получить только тот, на кого я отправила, без паспорта. Ну, там, у нас, например, если посылка пришла, например, на мое имя, да, у меня может супруг Висхан или Анжела получить. Без проблем отдадут. То есть мы с одной семьи, как бы, а там вот строго тот чек и паспорт. И мы боялись, чтобы он не в командировке был, чтобы он был дома. Ну, вот так вот обои, да, у меня красивая, посмотрите.
Блестят такие фиолетовые. Но сейчас-то плохо видно, а вообще не такой нежный фиолетовый цвет. Очень красиво смотрится. Ну, в общем, дальше идем. Из евро остались 2. Девочки, ну вот такой еще Луи Виттон. Тоже отличная постель, красивая. Она тоже с обеих сторон одинаково. Вот ее реальный цвет. Вот такой вот. Очень-очень красивая постель, конечно. Не маркая такая и такая стильная, красивая. Посмотрите. Очень красиво смотрится. Ну, просто мы сверху ее постелили. А так, если все нормально застелить на кровать, убрать наше белье из-под низу, то будет вообще капитально. Красота, красотушечная. Также 2 наволочки 50×70, простыня 2×2,40 и одеяло 2×2,30. Вот такое вот хорошее качество. Хорошая постель, вообще отличная. Отличная. Друзья, у нас время 3:20. Уже очень поздно. Я уже эти не буду открывать. Это евро. Здесь тоже вот, смотрите, вот такая вот расцветка. Вы видите, что все это один в один. Вот такую кисес. Я подарила Элите, подружке, недавно ходили мы в гости. Она как открыла. Очень красивая постельная. Сердечки. Вот такая вот расцветка. То есть рисунок вот такой. Вот такая вот расцветка. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Ну, чтобы уже не доставать, потому что, ну, уже все хотят спать, все устали, еще нужно постелить постель, Софишку перенести сюда. Сегодня все очень устали. На сегодня как бы все уже. Ну, я думаю, вы поняли. Вот такая вот новинка. Красивая вот такая вот постель. В таких вот рисунках. Девочки, вот такой вот цвет ментоловый. Тоже очень, смотрите, как красиво смотрится. Настоящий цвет. Цвет ментола. Видите, как красиво. Машалла. Очень красиво. Постель вообще. Так вот смотрится. Вот такая вот красота.